И в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 4 городах Коми вводится карантин. Начиная с 18:00 часов 23 апреля на территории муниципальных образований городских округов Воркута, Усинск, Ухта и муниципального района Печора начнут действовать дополнительные ограничительные меры. Они введены постановлением правительства республики, которое было подписано накануне. Решение о введении карантина принято по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Коми и согласовано на заседании Республиканского межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Рассмотрев всю ситуацию и оценив количество привлекаемых работников, работающих вахтовым методом из-за пределов Республики Коми, 20 апреля мною внесены официальные предложения в адрес главы Республики Коми о рассмотрении вопроса введения дополнительных ограничений на территории 4 муниципальных образований: Воркута, Ухта, Печора и Усинск. Дело в том, что в этих городах невысокий уровень заболеваемости ковид, а в ряде их нет вообще, но тем не менее очень велик риск завоза и распространения именно при перевахтовках, при заезде новых контингентов. Как отметила Людмила Глушкова, можно было бы обойтись без подобного ограничения. Вопрос неоднократно обсуждался, но санитарные врачи так и не увидели четкого исполнения тех мер, которые позволили бы не рисковать населением этих городов. Речь идет о безусловном 2-недельном карантине всей прибывающей рабочей силы. Мы абсолютно точно понимаем, что если в январе вахта, которая приезжала, она была практически свободна от возможного заражения, то в апреле, тем более в конце апреля, эта ситуация перевернулась полностью. То есть сегодня люди, приезжающие на вахту, они приезжают с территорий, где уже уровень зараженности очень высокий. А потому риск завоза инфекции велик. Именно поэтому в этих городах будет ограничен въезд железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом в отношении граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания в границах указанных муниципальных образований, а также тех, у кого нет там в собственности недвижимого имущества. Ограничения не распространяются на организации индивидуальных предпринимателей, их работников, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также тех специалистов, которые выполняют свои должностные обязанности, будь то здравоохранение, социальное обслуживание, самоуправление или предотвращение и ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. Касается это и организации привлекающих работников для работы вахтовым методом. С одной поправкой: для них будет обязателен 2-недельный карантин. Во-первых, у нас, и мы это должны с вами прекрасно понимать, высокий процент ложноположительных тестов. Почему делается несколько тестов? Потому что первый тест, к сожалению, при том, что у человека уже есть вирус в крови, может не показать наличие антител. Соответственно, мы с вами можем пропустить и под ложноположительной пробой посчитать, что человек не заразен. На самом деле он уже носитель, и он уже заражает других людей. Самый лучший тест – это 14 дней карантина. Граждане, следующие транзитом через эти города, смогут продолжить свое движение без каких-либо ограничений. При этом, что важно, на выезд из Воркуты, Усинска, Ухты и Печоры никаких запретов нет.